Здравствуйте, в эфире «7 дней», в студии Тимур Бекмурзин. Смотрите сегодня в нашей программе. Истязания происходили систематически. Никаким врачам родители не обращались, ребенка лечили дома. Ребенка привезли хранить, это не мой ребенок. Это просто скелет, обтянутый кожей. С особой жестокостью, почему дело об убийстве девочки в приемной семье вновь вернули следователям. Группа ТАИФ для нас действительно является стратегическим партнером. И мы, наверное, тут получим очень сильный, хороший экологический эффект. И мы должны с точки зрения государства создать такие условия, чтобы этот инвестиционный потенциал в Татарстане был реализован. Путь энергетического процветания. Российская энергетическая неделя. Итоги для Татарстана. Он работал со школьниками, заражал их химией. Он мог им рассказать такое, чего мы уже не расскажем ему. Хочу показать истинных властелинов Вселенной. Человек наук и популяризатор науки. Памяти Алексея Курамшина. На этой неделе стало известно, что нашумевшее уголовное дело о гибели 9-летней девочки Жанны в приемной семье из Алексеевского района будет возвращено на доследование. Напомним, процесс по делу смерти девочки в Верховном суде Татарстана стартовал в июле, но в итоге, можно сказать, так и не начался. Инициатором возвращения уголовного дела следствию выступил прокурор Татарстана Ильдус Нафиков. Напомним, трагедия произошла в августе прошлого года. Жанна умерла от побоев. Несколько часов девочка лежала дома без сознания, но приемные родители даже не обратились к медикам. А когда окончательно поняли, что малышка скончалась, приказали остальным детям рассказывать, что Жанна подавилась яблоком, а следы побоев – это неумелые попытки сестер постучать по спине. Однако судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть школьницы произошла в результате закрытой черепно-мозговой травмы. На теле погибшей были обнаружены следы от 16 ударов, 11 из которых тупым, предположительно металлическим предметом. По версии следствия, убийство Жанны совершил приемный отец Роман Григорьев. Он запинал ребенка ногами до смерти. Обвиняемые приемные родители Жанны, Роман и Элла Григорьевы. Они обвиняются в неисполнении обязанностей опекунов, причинении тяжкого вреда здоровью, убийстве и истязанию детей. И оба не признают своей вины. Потерпевшими по делу также проходят еще 3 детей. Это сестры и братья погибшей Жанны. К уголовной ответственности по этому делу следователи пока смогли привлечь только Елену Секалину, экс-начальника отдела по опеке и попечительству исполкома Алексеевского района, приговорили к 1,5 годам лишения свободы. Замечу, условно. А ведь было доказано, что смерть девочки стала возможной из-за ненадлежащего исполнения чиновницей своих служебных обязанностей. Во-первых, супруги были разведены и просто не имели права на усыновление. Секалина не проверяла условия жизни приемных детей, а за год до смерти Жанны начальник отдела опеки просто не отреагировала на информацию из школы о следах побоев, обнаруженных на теле ребенка. Никак не отреагировали и десятки других свидетелей. Такие выводы напрашиваются после ознакомления с уголовным делом. Родственники, соседи, знакомые, учителя знали о том, что в семье Григорьевых приемные дети подвергаются насилию. Никого не удивило, что младший приемный сын не ходит в детский сад, а за несколько дней до своей смерти Жанна просила помощи у соседей. Почему приговор приемным родителям не вынесен до сих пор и дело возвращено на доследование? Как сложилась судьба еще 3 приемных детей? Новые шокирующие детали уголовного дела в репортаже Елены Горбунчиковой. Опустевший дом на окраине села Красная Горка местные жители обходят стороной. Никто не хочет вспоминать о том, что здесь в августе прошлого года была убита 9-летняя девочка. После ареста приемных родителей убитой Эллы и Романа Григорьевых хозяйство распродали. Все вырученные деньги теперь идут на оплату казанских адвокатов. У отца семейства их даже 2.
разбросаны детские вещи, нет ни одной куклы. А ведь в семье Григорьевых жили 3 приемные девочки – 8, 9 и 10 лет, и еще 2 мальчиков. Приемному на тот момент было 6 лет и 10 родному. Как следует из уголовного дела, приемным детям некогда было играть. От рассвета до заката они работали на ферме Григорьевых. За любое непослушание – физическое наказание. Больше всех доставалось погибшей Жанне. Вот показания родной сестры. Жанна вывела маму. «Что ты сделала? Не помню что». Когда Жанна была привязана цепью, она уснула. Мама это увидела и стала бить ее по голове и другим частям тела своей палкой железной, с которой находит после аварии. У Жанны плохо работали руки, не сгибались, потому что мама ее била по рукам, заставляли таскать ведра с водой. Истязания происходили систематически и, можно сказать, что постоянно и в отношении как погибшей Семеновой Жанны, так и других трех детей. То есть их и привязывали цепями, как удалось установить. Как следует из показаний детей, им не разрешалось заходить в дом, если в нем не было приемных родителей. А все потому, что приемыши якобы воровали сладкое, деньги и без спроса ели продукты, как подтверждение показаний 6-летнего брата. Вроде бы Жанна выпила сок из подвала. Потом папа кричал на нас, сказал, чтобы мы ели коробку из-под сока. Порезал ее ножом. Мы ели коробку. Потом у меня болел животик. На страничке Романа Григорьева мы нашли фотографии счастливого семейства. На ней супруги и 2 родных детей, маленький сын и старшая дочь Татьяна. 4 приемных детей в семье появились 6 лет спустя. В марте 2016 года их передали из Алексеевского приюта «Забота». Родных пьющих родителей за год до этого лишили прав. В новой семье дети должны были получить заботу, а вместо этого... А вот та самая баня, в которой Элла Григорьева, как утверждают дети, она и обварила кипятком свою приемную 9-летнюю дочь. Девочка получила ожоги 2-й и 3-й степени. Никаким врачам родители не обращались, ребенка лечили дома. Как следует из показаний детей, родители продолжали избивать даже больного ребенка. Когда уже проходили ожоги от того, что ее облила кипятком мама, папа пришел домой. Папа стал наносить удары Жанне по голове обеими руками. Когда папа первый раз ударил Жанну, она упала и ударилась головой. Не помню, какой частью, а лестницу 2-этажной кровати. После папа продолжил наносить удары обеими руками по голове. Роковым стало 4 августа 2018 года. Как установило следствие, вечером по возвращению с рыбалки отчим увидел Жанну, играющую в песочнице. Разозлившись, он начал избивать приемную дочь. Через несколько часов девочка, не приходя в сознание, умерла на глазах у брата и сестер. После нанесения Григорьевым Романом телесных повреждений ребенка, они и не подумали, что она умерла сначала. Они, то есть, в своих показаниях говорят, она стала лежать как кукла. То есть, может быть, из-за возраста они сначала не поняли, то есть мертва она, не мертва. 9-летнюю Жанну похоронили на кладбище на окраине родного села в Новошерстминском районе. Как утверждали Григорьевы, падчерица подавилась яблоком. Однако судмедэксперты установили, что причина смерти – закрытая черепно-мозговая травма. На теле мертвой Жанны обнаружили следы от 16 ударов, 11 из которых были нанесены металлическим тупым предметом. Но была ли это та самая палка, при помощи которой Элла Григорьева передвигалась после аварии? Следствию доказать не удалось. И еще одна деталь. На теле девочки эксперты обнаружили повреждения, которые позволяют предположить, что она подверглась действиям сексуального характера. Но доказательства собрать не удалось. Почему такое произошло? Я не ничего говорить. После смерти девочки выяснилось, что в приемную семью детей передали с нарушением закона. На тот момент Григорьевы были в разводе. К тому же учителя, соседи, как следует из уголовного дела, знали о том, что над детьми издеваются дома, но никаких мер не было принято. Согласно показаниям свидетелей, то да, они и вели замкнутый образ жизни, семья Григорьев в последнее время, и уже детей соседи перестали видеть даже на такие моменты, когда дети, соседи хотели поиграть с детьми Григорьевых, им было, то есть, отказано. После скандала детей вернули в местный приют, а начальник отдела опеки Алексеевского района Елена Секалина за допущенную преступную халатность была приговорена к 1,5 годам лишения свободы условно и уволена. Новый руководитель отдела опеки Елена Горелова от комментариев отказалась. Молчанием ответили и педагоги приюта «Забота». Так что нам неизвестно, как после трагедии проходили реабилитацию пострадавшие дети. И такими ли несносными они были, как, оправдывая свою жестокость, описывали приемышей отчим и мать. И это же Секалина, она перед тем, как любая комиссия собиралась посещать эту семью, был звонок, что приедет комиссия. У них
Уже на тот момент все тишь да гладь, все дети одеты, обуты, умыты. Анастасия Семенова – та самая женщина, которую вместе с супругом Алексеем в 2015 году лишили родительских прав за пьянку. Впервые своих детей после долгой разлуки она увидела после похорон Жанны по ходатайству следствия. Они просто вышли, я говорю, это не мои дети совсем. Ребенка привезли хранить, это не мой ребенок. Это просто скелет, обтянутый кожей. По мнению родной матери, Жанну в качестве жертвы Григорьевы выбрали не случайно. Девочка была слишком независимой. А если во время своих побегов из приемного дома соседи помогли Жанне, прислушиваясь к ее мольбам о помощи, этой трагической истории не было бы вовсе. Это просто ужас и рассказ. Я говорю об этом. Как он ее пинал, как он ее кидал, это просто как мячик. И дети все это видели. Спустя полгода после трагедии по решению Новошишминского районного суда семья Семеновых воссоединилась. Чтобы вернуть свои родительские права, Семеновы уже давно завязали с алкоголем, устроились на работу и взялись за ремонт дома. Сейчас ребята ходят в школу в родном селе. Как говорят местные жители, дети всегда стараются держаться втроем и с опаской смотрят на каждого чужака. Нет, мы не соцзащита. Ты испугалась, что ли? Да. Боишься? А что боишься-то? Да ну это соцзащита, конечно. А что, они к вам регулярно, что ли, ходят? Нет. Нет? Не было пока. Пока еще не было? Мы думали, вы нас хотите украсть. Не вспоминаете про горку? Да нет, я пытаюсь не вспоминать, потому что это жуткая история. Спустя год после трагедии в Верховном суде Татарстана стартовал процесс по делу Григорьевых. Но по ходатайству прокурора республики Ильдуса Нафикова дело было возвращено на доследование. Элла и Роман Григорьевы категорически отрицают свою причастность к убийству своей приемной 9-летней дочери. По их мнению, уголовное дело было построено исключительно на показаниях малолетних детей. Но мы-то понимаем, что такое даже не каждый взрослый сможет придумать. После того, как Роману Григорьеву переквалифицируют преступление на убийство с особой жестокостью, процесс в Верховном суде Татарстана продолжится. Будет ли это суд присяжных, мы пока не знаем. В этом вопросе у Григорьевых нет общего мнения. Элла Григорьева настаивает на обычном формате рассмотрения уголовного дела. Бывшая приемная мать понимает, что если присяжные вынесут вердикт «виновны», наказание за преступление будет более суровым. К примеру, Роману Григорьеву по статье «Убийство малолетнего с особой жестокостью», то есть убийство в присутствии детей, может грозить 20 лет лишения свободы или вовсе пожизненное заключение. Елена Горбунчик, Андрей Мохов и Андрей Ключников. 7 дней. Мы будем следить за всеми деталями этого уголовного дела. И хотел бы обратить ваше внимание на следующие цифры. По данным Следственного комитета России, в 2018 году было возбуждено более 20 тысяч уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении детей и подростков. Большая часть из них связана с изнасилованиями. О росте числа пострадавших от насилия подростков заявил на расширенном заседании коллегии МВД и президент России Владимир Путин. Цитата. Как показывает статистика, в 2017 году число преступлений, совершенных подростками, уменьшилось на 3,8%. Однако при этом в 2018 же году возросло число преступлений в отношении несовершеннолетних на 5%. Конец цитаты. Тогда Путин поручил соцслужбам, учителям и родителям следить за группами риска, а также внимательно разбираться в каждой ситуации. Невнимательное формальное отношение оборачивается здесь сломанными судьбами, а иногда и настоящими трагедиями, говорил Путин. История маленькой Жанны только лишний раз подтверждает эти слова. Начало октября – время говорить об энергетике, и дело не в том, что в Казани и в других городах стартовал отопительный сезон. К этой теме, а вернее к теме формирования тарифов на тепло мы вернемся, но чуть позже. Пока же поговорим об энергетике мировой, российской и татарстанской в том числе. Тем более, что ведущие компании Татарстана, в частности предприятия группы «Таиф», дают нам для этого отличный повод. На традиционном международном форуме в рамках Российской энергетической недели в Москве были подписаны сразу несколько крупных контрактов с нашим стратегическим партнером, концерном Siemens.
Очень символично в этой связи и звучит главная тема форума – энергетическое партнерство для устойчивого развития. По-моему, очень точно и емко сформулированная повестка дня для всей мировой энергетики. Все в мире, в том числе все в России и в Татарстане, заинтересованы в устойчивом развитии. Но пройти в одиночку по пути энергетического процветания одной стране, одному региону, даже очень богатому сырьевыми ресурсами, нереально. Только в партнерстве, только соблюдая баланс интересов. А вот как этого добиться, обсудили в рамках Российской энергетической недели. Еще одна тема рефреном прошла через все мероприятия форума, а их было около 70. Это тема экологии, конечно. Кстати, примечательно, что все контракты, которые были подписаны между компаниями группы «Таиф» и «Сименс», также тесно затрагивают как вопросы энергетики, так и вопросы экологии. Обо всем подробно в нашем репортаже. Владимир Владимирович Путин. Россия пытается осуществлять вмешательство в выборы в США, запланированные на 2020 год, как утверждает Мюллер. По секрету вам скажу, да, обязательно будем это делать. Разговоры и даже шутки на политические темы уже стали неотъемлемой частью форума РЕН в Москве. Увы, это объективная реальность. Политика все сильнее влияет на экономику и, что печально, в том числе для России, на энергетику. Классический пример – проект строительства газопровода «Северный поток-2», который, как отметил Владимир Путин на форуме, несмотря на все препоны, реализован уже на 82%. И хотя политические риски здорово осложняют жизнь российским энергетическим компаниям, снижать темпы развития никто не намерен. Просто приходится менять стратегию и тактику работы на рынках. И, конечно, у нас появляются новые стимулы развивать сотрудничество с теми, кто не поддерживает такую логику. Логику недобросовестной конкуренции. В частности, в Азии спрос на углеводороды растет. Работать со всеми, кто заинтересован в сотрудничестве – это сейчас главное правило для крупнейших российских энергетических компаний. И в Европе у нас по-прежнему много надежных и проверенных временем партнеров. Тот же концерн Siemens, один из мировых лидеров в электротехнике, электронике и энергетике, давно и продуктивно сотрудничает с компаниями из Татарстана, в частности с группой «Таиф». У руководителей Siemens и Таифа сложились хорошие личные и деловые отношения. В бизнесе это важная часть успеха. На встрече двух делегаций генеральный директор группы компании «Таиф» Руслан Шагабуддинов передал горячий привет председателю правления концерна Siemens Джо Кезеру, большому другу Татарстана. Лиза Дэвис, в свою очередь, поблагодарила «Таиф» и республику за плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество. Мы очень дорожим теми отношениями, которые сложились между Татарстаном и Siemens, и хотелось бы, чтобы они в таком же позитивном ключе развивались и дальше. Результатом такого партнерства стало сотрудничество по целому ряду проектов с предприятиями группы «Таиф». Нижнекамск нефтехим нашел в лице Siemens надежного поставщика оборудования для строящегося в Нижнекамске нового этиленового комплекса. Именно Siemens реализует там же масштабный проект по строительству энергоустановки мощностью 495 мегаватт. Об этом проекте мы уже подробно рассказывали в нашей программе. Теперь похожую станцию под ключ Siemens построит и в Казани, на площадке другого предприятия, входящего в группу «Таиф» «Казань Оргсинтеза». Соответствующий контракт был подписан в рамках Российской энергетической недели. Что это за станция? Мощность парогазовой установки будет меньше, чем в Нижнекамске, но она тоже солидная – 250 мегаватт. В остальном же все схоже. Как и в Нижнекамске, на станции в Казани установят оборудование, которое существенно снизит выбросы в атмосферу, что благоприятно скажется на экологической обстановке в обоих городах. Эффект планируется достичь за счет использования синтетического газа в качестве топлива для газотурбинной установки. Такой газ является побочным продуктом. Сегодня его просто сжигают. С вводом новых станций «Казань Оргсинтез» и «Нижнекамск нефтехим» решают сразу несколько задач – технологических, экономических и экологических. Во-первых, предприятие получает дешевую энергию. Во-вторых, новое топливо для газотурбинных установок. В-третьих, утилизирует побочный продукт. С учетом того, что компания Siemens предлагает новейшие современные технологии, это нам еще позволит использовать так называемые сдувки, газовый синтез-газ,
для получения энергии, исключив их сжигание в воздух, в атмосферу. И мы, наверное, тут получим очень сильный, хороший экологический эффект. Мы планируем, что получать экономию где-то около 2 миллиардов рублей ежегодно за счет снижения себестоимости электроэнергии. В Нижнекамске уже идет строительство новой станции. Ее планируют ввести в строй в 2021 году. В Казани энергоустановку построят за 3 года, то есть к 2023 году. Как отметили на пресс-конференции, от строительства новых объектов выиграет вся республика. Энергодефицит окончательно уйдет в прошлое. Возникновением нового источника генерации оно способствует и восстановлению такого энергетического баланса, и решению задачи восстановления полностью необходимого объема генерации для покрытия потребностей Республики Татарстан и ее промышленности. Очень хорошее предложение с точки зрения техники и хорошее предложение с точки зрения финансов, с точки зрения экономики, грубо говоря, да? И они не зря являются, конечно же, лидерами. Я очень доволен, что они у нас будут партнерами по этому проекту. Группа ТАИФ для нас действительно является стратегическим партнером. И это уже второй проект, крупный проект, который мы подписаны за последние годы с группой ТАИФ. Для меня это подтверждение кредита доверия, который нам дала группа, подписывая с нами проект Нижнекамска. Сейчас Казань-Оргсинтез, опять электростанция. В общем, в целом похоже и на первый проект. Поэтому я уверен, что мы сможем оправдать то доверие, тот кредит доверия, который нам дала группа ТАИФ. В тот же день на форуме предприятия группы ТАИФ и Siemens подписали 2 договора на долгосрочное сервисное обслуживание газотурбинных установок для Казань-Оргсинтеза и Нижнекамск-Нефтехима. Общая сумма всех подписанных контрактов составила 290 миллионов евро. Мы имеем очень хорошие отношения с группой ТАИФ. Это перспективно, для Siemens в том числе. Ведь мы имеем хорошие позиции в мире по многим направлениям. По цифровизации, в энергетике, в производстве различного оборудования. И это лучшие технологии в мире, которые будут востребованы в Татарстане. Так что мы надеемся на продолжение нашего сотрудничества. Только так, в партнерстве с ведущими мировыми компаниями, опираясь на лучшие практики и технологии, возможно поступательное развитие. На панельных дискуссиях на форуме по теме той же нефтегазохимии не раз говорили, что риски есть не только внешнеполитические. Отрасль перспективная, есть сильные компании-лидеры. ТАИФ в Татарстане, группа Сибур. Нужны продуманные и своевременные меры поддержки. У нас плотное такое партнерское взаимодействие и по линии производственной, технологической и, кстати говоря, и научной сферы. Мне кажется, вокруг наших с вами производств нужно создавать стимулы дополнительные для развития перерабатывающих подотраслей, потребляющих отраслей, а совместно продвигать уже готовую продукцию, выпущенную из нашего с вами продукта. Если в переработке жидкого сырья, в нафте, Татарстан уже на передовых позициях в Российской Федерации находится, там практически 2 миллиона тонн переработки, то в части газового сырья есть огромный нереализованный потенциал. Это в первую очередь титан, ну и во вторую очередь, конечно, это сжиженные углеводородные газы. И мы должны с точки зрения государства создать такие условия, чтобы этот инвестиционный потенциал в Татарстане был реализован. Да, мы проспали большой период времени, самокритично заявляли участники дискуссии, но, слава богу, отрасль еще жива благодаря компаниям-чемпионам, таким как Сибур и ТАИФ. Они работали, вкладывались, создавали производство, несмотря ни на что. Теперь важно сохранить этот темп и этот тренд в интересах всей страны. Тимур Бекмурзин и Андрей Ключников. 7 дней. Как я уже отметил, на российской энергетической неделе говорили не только об энергетике. Активно обсуждалась тема экологии во всех ее аспектах. Правительство России готовит стратегию экологического развития, рассчитанную до 2050 года, рассказал министр энергетики Александр Новак во время дискуссии на форуме. В 2018 году в Организации Объединенных Наций предупредили, если в ближайшие 10 лет не удастся удержать глобальное потепление на уровне 1,5 градусов Цельсия, то засухи, наводнения и экстремально высокие температуры могут угрожать сотням миллионов людей. В том же ООН на неделе свои очередные 5 минут славы получила Грета Тунберг из Швеции. 16-летняя экоактивистка в своем выступлении на сессии обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства. Цитата.
Люди страдают, люди умирают, целые экосистемы рушатся, начинается массовое вымирание. Но все, о чем вы можете говорить, это деньги и сказки о постоянном экономическом росте. Да как вы смеете? Журнал «Тайм» уже назвал девочку лидером современного поколения и выпустил обложку с ее фотографией. Что это? Искренняя боль за будущее планеты или чей-то политический флаг, который так самонадеянно вручили Гретте в борьбе за все живое на Земле? К слову, экозащитники давно бьют тревогу и просят хотя бы начать с малого. Ну, хотя бы убрать из розничных сетей пластик, продавать на развес и в разлив. Бизнес, в свою очередь, пока не готов идти на уступки, минимизировать отходы без потери качества и прибыли невозможно. В этой схватке, где каждый тянет одеяло на себя, счет пока равный. Но так ли нужен результат обеим сторонам? Или все это лишь шум ради шума? Диляра Юсупова попыталась разобраться. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Как смеет она, девочка, которая даже не выглядит на свои 16, бросать вызов мировым лидерам? Кричали политологи, а СМИ публиковали. Она, конечно, небольшой брат, но уже давно за всеми следит, а мир за ней. Ей посвятили десятки эфиров, заголовков, обложки журналов. Пока ребенок срывается на слезы, взрослые готовы порвать друг друга в клочья. Is not about science. If it were about science, it would be led by scientists rather than by politicians and a mentally ill Swedish child who is being exploited by her parents and by the international left. You? Yeah, I mean, you're a grown man and you're attacking a child. Shame on you. She's trying to do what she thinks is right. And by the way, now relax, skinny boy. I got this, okay? You're attacking a child. You're a grown man. Have some couth. I'm not. I'm attacking the left for exploiting a mentally ill child. Как так получилось, что наверняка искренние слова 16-летней девочки утонули в мировом политическом океане, а борьба за экосистему превратилась в историю грамотного пиара? Споры буквально недавно поглотили здравый смысл и на брифинге в Татарстане. Все начиналось чинно и степенно, как писал классик. Активисты защищали природу, а предприниматели – бизнес. Кто из присутствующих защищал потребителя, осталось неясно. За дискуссией оппонентов, на чьей стороне правда, было и не разобрать. Кто будет покупать продукцию, которая вовлекает в себя расходы на оборот тары? Кто? Невозможно ни в какой иной таре, кроме как в деревне. Очень накладно и не экологично. Точно. И вот Алене тоже неудобно вести. Экозащитники недоумевают. Если другие могут, то почему у нас нельзя? Нельзя это, допустим, наливать молоко в собственную тару, избавиться от пластиковых упаковок, продавать в стекле. Бизнес настаивает. Минимизировать отходы, конечно, стоит. Но за чей счет банкет? Вы не можете взять там одну большую палету, упаковать этот весь продукт и отправить. Нет, вам нужно взять 12 палет по количеству магазину и на каждую палету застрейчевать определенный объем этой продукции, который конкретный магазин сети поедет. Да, таким образом количество вашего мусора там увеличилось. Но это уже сложившийся бизнес-процесс. И мы не можем сказать, давайте мы вернемся к рынку 96-го года. Сейчас речь идет о том, что необходимо искать новые решения. А потом они разошлись. Экозащитники направо, торговые сети налево. Кира Камалова уже давно занимается тем, что называется экологичное существование. Говорит, им поступают сотни звонков от ответственных, но не просвещенных граждан. Люди хотят научиться потреблять правильно, но нет условий. Для этого и нужен был диалог с предпринимателями. Но бизнес играет в одиночку, считают экозащитники, а они лишь антураж. Печально, что некоторые компании действительно используют гринвошинг, то есть такое зеленое промывание мозгов, с целью пиара, с целью получения прибыли. Дискуссия на самом деле закончилась еще не начавшись, к сожалению, потому что хотелось бы действительно обсудить, а не просто озвучить какие-то по верхам очень быстро, как это получилось. Было бы действительно здорово, если бы у нас был открытый диалог, возможность не просто сказать, что вот я сортирую, вот я молодец, а привнести какие-то свои знания, опыт уже в этой сфере, да, накопленный за определенное количество лет,
в ту реальность, с которой взаимодействуют как раз бизнесы, разные компании. Справедливости ради, трудности действительно есть. К примеру, транспортировка продуктов в стекле или многослойная полиэтиленовая упаковка, что сохраняет качество. Отказ от этого порой грозит двойными убытками. Это и штрафы, и проблемы с Роспотребнадзором. Правда, почему полиэтилен в гипермаркетах нельзя заменить, сети ответить не смогли. Подобный опыт давно эксплуатируют в Европе. Стоит пакет дороже, но он того стоит. Если каждый раз ходить в магазин и брать пакет, то когда-то их уже девать некуда. Уже дома будет склад пакетов. И зачем? Во-первых, тратить каждый раз 10 центов за один пакет. Можете же в него мусор, как у нас в России делают. Ну, пакет, да, я тоже слышал, да. Но нет. У вас ведь свои пакеты для мусора. Да, для мусора есть свои отдельные пакеты, да. Это Берлин. Но и у нас есть чем и кем гордиться. Вот Гузель Галимуллина покупает продукты исключительно на развес. Девушка провела эксперимент и отказалась от неразумного потребления. На смену пластиковым зубным щеткам пришли бамбуковые. Пакет заменила авоська. За 4, получается, почти месяца мы выкинули 2 пакета небольших мусора. Это тот вид пластика, который не перерабатывается. В долгосрочной перспективе, да, это будет экономично. Но, например, один мешочек стоит равно упаковке пакетов. Но удовлетворение, то, что ты делаешь, то, что ты даешь своим детям, каким примером. Что это за зверь такой Zero Waste? Это ноль. Ноль отходов. Это буквально глобально философия 21 века. Это выбор вещей, созданных для долгой счастливой жизни, а не для свалки. Программа активно набирает обороты за границы. У нас пока это тоже ноль. Правда, не отходов, а перспектив. Но не все так плохо. В Казани все, что связано с эко, набирает популярность. Только за последние 3 года потребителей, перешедших, допустим, на здоровое питание, стало аж в 5 раз больше. Не так сложно уже теперь найти магазины с биотоварами или поесть не в ущерб здоровью. Вот веганское кафе в центре Казани. Экологичное во всех смыслах. Мебель плетеная, а трубочки многоразовые. Мы поддерживаем людей, которые отказываются от пластика. Мы поощряем людей, которые на пути к этому, на пути к экологичному образу жизни. Делаем скидки на блюда в свою тару, на напитки в свои кружки. Цены ресторанные, но никого не удивляют. Для потребителя это как бы уже само собой. За качество клиент готов заплатить вдвойне. 41% потребителей доверяют обозначениям «био», «без ГМО», «натуральный». Такая приставка сегодня маркер качества. Но так ли это на самом деле? В специализированном магазине чистых продуктов все сплошь натуральное. Если посмотреть состав, в этом можно убедиться. Как и в том, что он мало отличается от массового сегмента. Есть и консерванты, и красители. Достаточно наклеить наклейку «эко» на продукты, можно повышать цену на 20%. Представляете, чашка экологически чистого кофе или в кофейне, которая Zero Waste, которая не производит множество отходов, стоит в 2,5 раза дороже. На самом деле настоящая Zero Waste и Eco-Friendly это, допустим, на колхозном рынке, да, а не в специальном магазине, который красиво все оформлено, на который ушло куча, допустим, пластика. Экологичность стала модной, одержимые программы Zero Waste доходят до того, что считают каждый грамм произведенного мусора. Интернет завален видеороликами о том, как можно чистить зубы корицей или вместо теней использовать какао-порошок. Известная Zero Waste блогер Беа Джонсон использовала мох вместо туалетной бумаги. Да, она производит всего 1 банку мусора в год, но какой ценой? Что это, борьба за экологию или экологичность головного мозга? Впрочем, в Татарстане представители Минстроя собираются поехать в США, чтобы подсмотреть там проекты по переработке отходов. Это в планах. А пока все остается по-прежнему. Бизнес ищет лазейки для прибыли, а экозащитники сетуют, что все это плохо кончится. Но, как писал классик, если закончилось плохо, значит еще ничего не закончилось. Диляра Исупова, Михаил Любимов, Андрей Мохов, Андрей Ключников и Роман Безменов. 7 дней. Мы продолжим программу через пару минут. Смотрите после рекламы. Он работал со школьниками, заражал их химией там. Он мог им рассказать такое, чего мы уже не расскажем ему. Хочу показать истинных властелинов Вселенной. Человек-наук и популяризатор науки. Памяти Алексея Курамшина.
1 октября, в День пожилых людей, Рустам Минниханов встретился с активом Республиканского союза ветеранов. Президент Татарстана осмотрел общественную приемную, в которой ветеранам бесплатно предоставляются юридические услуги, а также компьютерный класс и комнату психологической разгрузки. В рамках визита председатель Союза ветеранов Татарстана Ахат Юлашев вручил Рустаму Минниханову орден Российского союза ветеранов «Доблесть». В четверг Рустам Минниханов провел встречу с заместителем министра экономического развития Российской Федерации, главой Росреестра Викторией Абрамченко. Тема обсуждения стала самовольное занятие земельных участков и их нецелевое использование. Для решения вопроса было принято решение о создании совместной группы с участием специалистов Иннополиса. Во время встречи обсуждался вопрос о строительстве в Татарстане здания архива Росреестра. Во время торжественного мероприятия, приуроченного к Международному дню учителя, Рустам Минниханов отметил, что сегодня в республике активно осваиваются новые сферы образования – цифровая школа, полилингвальное образование. А общая задача заключается в том, чтобы учитель Татарстана позиционировался в обществе как высококомпетентный педагог с современным мышлением, который смело осваивает новации, опираясь в том числе и на национальные традиции. В пятницу Рустам Минниханов во время встречи с главой Ростуризма Зариной Дагузовой обсудил вопросы развития индустрии туризма в республике, совершенствования инфраструктуры, а также меры по привлечению туристов в регион. В ходе встречи было отмечено, что в прошлом году Татарстан посетили порядка 3 миллионов 400 тысяч туристов. В среднем данный показатель ежегодно растет на 8%. Об опыте реализации государственной политики по развитию отрасли туризма в Татарстане Рустам Минниханов рассказал на заседании Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе по вопросам развития в регионах округа, внутреннего и въездного туризма. Заседание прошло в Казанской ратуше по председательством полпреда президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова. А по окончании совещания Рустам Минниханов за плодотворное сотрудничество с Республикой Татарстан вручил орден Дуслык губернатору Ульяновской области Сергею Морозову. В субботу Рустам Минниханов в Доме правительства во время встречи с главой Европейской лиги плавания и вице-президентом ФИНА Паоло Борелли обсудил вопросы организации в Казани чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года, а также чемпионата мира по водным видам спорта в 2025 году. В пятницу премьер-министр Татарстана Алексей Песожин провел совещание по вопросу готовности республики к переходу на цифровое эфирное телевещание, которое произойдет 14 октября. 3 октября государственный советник Республики Татарстан, председатель Республиканского фонда возрождения Ментимир Шаймиев, полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, а также губернатор Ульяновской области Сергей Морозов посетили Болгорский историко-археологический комплекс. Гости посетили Болгорскую исламскую академию, а также осмотрели памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами. На этой неделе в России отмечается один из самых важных праздников – День учителя. Но этот праздник не только как дань уважения и придание важности профессии учителя, но и день, когда происходит оценка ценностей и анализ действительности всей системы образования. И об этих ценностях мы хотим поговорить сегодня. Прошло ровно 2 года с того момента, как в школах республики из расписания постепенно начали исчезать такие предметы, как татарский язык и татарская литература. С ноября 2017 года все школы национальных республик начали работать по новым учебным планам. Родители теперь выбирают, какой язык им кажется роднее, а дети, соответственно, выбору родителей, теперь изучают такие предметы, как родной язык и литература на родном языке. Казалось бы, за этот недолгий период национальной республики прошли многое. Были и эмоции, и всеобщее замешательство. Но многие вопросы до сих пор так и остались риторическими. Как в условиях жесткой глобализации сохранить родные и государственные языки национальных республик? Что делать, если согласно учебным программам, которые должны соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам, не предусмотрено изучение государственных языков национальных республик вообще? И все ли дело только в школе? Какие еще механизмы, методы и приемы сегодня необходимы для проведения грамотной национальной политики в стране? И всегда ли эти методы работают? Ильзира Юзаева искала ответы.
Прошло уже 2 года с того момента, как школы начали работать по новым учебным планам. 2 года. Много это или мало? В любом случае, критический период уже пройден. Национальные республики сегодня ищут новые пути для своего развития. Ведь никто не знает, что будет с родными языками в будущем. Возможно, какие-то из них переживут свое второе рождение, а какие-то и вовсе канут лету. И такой трагический сценарий вполне может случиться. За последние 2 года татарский язык как школьный предмет сменил не только свое название. Его изучение детьми теперь зависит от выбора и желаний родителей и от того, насколько сами родители ощущают этот язык родным. Нет итоговой аттестации, нет контрольных по грамматике, соответственно, нет проверок знаний. Но такие, казалось бы, вольготные условия в преподавании татарского языка породили новую проблему – проблему мотивации. Как обучать предмету, важность и значение которого теперь приходится снова доказывать учителям на уроках теперь уже родного языка. Почувствовали все, что предмет-то он убран из общей программы обязательных предметов. И статус языка поменял свой статус. То есть и учитель тоже должен теперь актуальность, востребованность поднимать теперь этого языка. Учитель татарского языка Лейсан Гараева верит, что в такой сложной ситуации ее коллеги, как и она сама, не опустят руки, а останутся верны делу всей своей жизни. Не исключено, что кто-то смирится с обстоятельствами и примет реальность такой, какая она есть. Но среди педагогического сообщества сегодня есть и такие, которые намерены идти до конца, отстаивая свои позиции аж в высшей судебной инстанции. Нам очень важно, чтобы все дети в нашей республике учили татарский язык и русский язык. Чтобы не было никогда ни для кого клеймом, что ты чуваш, ты татарин, ты еврей. Это очень плохое. Год тому назад единственный директор школы Павел Шмаков из единственного региона Татарстана в Верховном суде пытался защитить право присутствия государственных языков национальных регионов в обязательной школьной программе. Павел Шмаков до сих пор уверен, что изучение государственных языков национальных республик – это обязанность каждого жителя этой республики, так как языки коренных народов имеют статус второго после русского государственного языка. По закону они являются языками общения и образования, но их преподавание в школе, в АФГОСах, общеобразовательных государственных стандартах не оговорено. Верховный суд не удовлетворил жалобу истца. В августе этого года Павел Шмаков это дело передал уже в Европейский суд по правам человека. Вновь избранные депутаты обновленного состава Госсовета Татарстана делают свое первое заявление. Первое заседание комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам еще только в планах. Но народные избранники уже готовы озвучить свои предложения, многие из которых оставались до сих пор нерешенными. Bu elbette ide tatlıca seyircilik керек, кухняда да шулай, аш bilmesinde de. Lekin bu bit yol түгел. Кухня тілі білен әдәби әсерлер жазып болмайды. Әйе, анда шагыйрьләр дә тумаячак, галимнәр дә тумаячак, актерлар да тумаячак. Демәк, милли кадрлар юкка чыгачак бездә. Шуңа күрә син дөрес әйттең, ул педагогика институты айрым мөстәкыйль бер югары уку йорты булырга тиеш. Этот период двухгодичного кризиса стал временем для серьезных размышлений. Более того, именно этот кризис стал поводом для того, чтобы сплотить желания и возможности, чтобы создать новые условия для развития этой самой мотивации в изучении татарского, которой лишаются сегодня школы. Крупные российские и международные компании из различных сфер бизнеса свои проекты презентуют на татарском. Такие элементарные, казалось бы, фразы на языке коренного народа становятся частью маркетинговых ходов. Я думаю, что вот этот перелом произошел, и в головах людей произошел перелом, и постепенно, я думаю, этот интерес будет расти. Главное вот не перегнуть палку, насильно не заставлять кого-то. Это должно быть все естественно, люди должны быть заинтересованы. И здесь нельзя директивными методами только обойтись.
Эта фотография облетела все социальные сети. Впервые для записи на курсы татарского языка в Казани выстроилась огромная очередь. На одном из республиканских каналов стартовал цикл телеуроков от всемирно известного полиглота Дмитрия Петрова. Преподаватель Московского лингвистического университета предлагает краткий курс татарского языка по его собственной уникальной методике. И что самое удивительное, первый урок, который был выложен в интернете, посмотрели свыше 20 тысяч человек, что только подчеркивает востребованность в знаниях татарского языка. Создание полилингвальной образовательной сети с детскими садами и школами – это также оригинальная татарстанская идея, которую сегодня продвигает государственный советник Республики Минтимир Шаймиев и поддерживает президент Татарстана Рустам Минниханов. На днях госсоветник посетил строительную площадку, где уже возведен каркас первой полилингвальной школы, рассчитанной на 1226 мест. О значимости нового проекта и создании новых условий для развития родных и государственных языков республики говорил в своем послании и президент Татарстана Рустам Минниханов. Серьезной задачей остается создание во взаимодействии с федеральным центром оптимальных условий для сохранения и поддержки родных языков, народов и государственных языков Республики Татарстан. Важным проектом стала инициатива Минтимира Шаймиева по созданию сети полилингвальных образовательных комплексов. Сегодня на многих площадках идут обсуждения будущей стратегии развития татарского народа. Как развивать язык и культуру, не потерять связь с прошлым, что передать будущему поколению, как сохранить свою идентичность в условиях глобализации. В большинстве своем люди хотели бы разговаривать на этом языке, но у них нет языковой аудитории. Это первое. Второе, конечно же, хотелось бы, чтобы наши руководители и сами больше общались на языке матери. Вы знаете, есть мудрая пословица: нет родного языка, нет и нации. С потерей языка мы теряем национальную идентичность. Я считаю, что национальный язык, как казанский, так и крымский татар, должен преподаваться в обязательном порядке и входить в учебную программу общеобразовательных школ. Мне кажется, необходимо разработать программу, государственную программу, общетатарскую программу создания в местах компактного проживания татар по всей России, национальных татарских общественно-культурных центров. Прежде всего, самосознание. Сама личность определяет, в каких пределах ей существовать, что для нее важно на том или ином этапе. Наверное, вот это то, что сохраняется внутри себя, на чем воспитывается в детстве. Ведь очень важно это сохранять в детях и воспитывать. В России из 85 равноправных субъектов 22 – это национальные регионы. Они занимают почти треть фактической территории, где проживает 20% населения страны. Многоликая Россия. Всероссийский журналистский конкурс с таким многозначительным названием на этой неделе проходил в Казани. Среди конкурсантов были представители разных национальных регионов. У каждого из них свой язык, своя культура, но все они говорят об одном – о мире и согласии в большой многонациональной стране, в многоликой России, где достоянием является наследие ее народов. Ильзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. 99-й день рождения отметила Казань как столица Татарстана. Мы настолько привыкли отмечать День города вместе с Днем Республики, что стали, пожалуй, подзабывать, что настоящий день рождения Казани, главного города ТАССР, 25 сентября. Именно в этот день, в 1920 году, учредительный съезд Советов ТАССР официально провозгласил столицей республики Казань. Еще меньше мы знаем о том, что сердцем Татарстана мог стать совсем другой город. Не будем сейчас строить догадки, а посмотрим нашу рубрику «Неделя в столетии» и узнаем все детали исторического события. Прокатимся-ка по Казани, по центру Казанской губернии. На дворе год 1920, зима. Казань к этому времени уже имеет статус образовательного и культурного центра Поволжья. Казань становится и центром революции. В 1918 году в ходе гражданской войны за город велись ожесточенные бои. В 1920 году в Казани проживали более 146 тысяч человек. 25 сентября. На учредительный съезд Советов Татарской Республики со всех концов страны съехались гости. Посланцы рабочих Москвы, Петрограда, Баку, Украины.
25 сентября 1920-го. Учредительный съезд Советов ТАССР. Казань официально объявляют столицей новой республики. Заметим, что были предложения ряда представителей татарской интеллигенции сделать столицей другой город, на том основании, что русских в Казани больше, чем татар. Но предложения эти поддержаны не были. О какой же другой столице шла тогда речь? Действительно, по данным переписи, в 1920 году в Казани проживали представители 50 национальностей. 74% из них русские и около 20% татары. Посмотрим на эти цифры, и вот что мы увидим. По официальным данным, наибольшее количество татар в те годы проживали в таких районах, как Мензелинский, около 80%, далее Мамадышский, Арский и Бугульминский районы. Но ни один из них на самом деле и не претендовал на столь высокое звание столицы ТАССР. Так все-таки, какой же город мог соперничать с Казанью за этот статус? И если не в 1920-м, то в 2017-м этот статус даже получил. Правда, по ошибке. Уфа стала столицей Татарстана с подачи автора детской энциклопедии об истории России. Уфу тогда перенесли в Татарстан, про башкир написали в главе «Самые малые народы». В издательстве ошибку признали, но исправлять ее посоветовали самим. А ведь именно в 1920 году Уфа могла стать столицей ТАССР. Но немного предыстории. Год 1920, Уфа – это центр Уфимской губернии, а вот столицей Башкирской АССР становится город Стерлитамак. Так уж получилось, что в состав молодой Башкирской республики не вошел ни один из крупных городов, таких как Уфа, Оренбург, что стал столицей Казахстана, или Златоуст. Тем самым республика была отрезана от железнодорожных и водных сообщений и фактически была экономически несостоятельной, а значит и не самостоятельной. В итоге было принято решение присоединить республику к Уфимской губернии, как вагон к паровозу. Так, в 1922 году Уфимская губерния стала частью Башкирской республики, а Уфа стала столицей Башкирии. Так почему же Уфа могла стать столицей ТАССР? Посмотрим на цифры. Население Уфы в 1920 году составляло свыше 92 тысяч граждан. При этом почти 75% русских. На втором месте по численности татары – 11%. Количество башкир было немногочисленным – 1,3%. О том, что вопрос с определением столиц был достаточно сложен, говорят и историки, и история. В проекте Центрального бюро коммунистических организаций народа Востока в начале 1920 года будущей столицы ТАССР также не указывалось. Но отмечалось, что в состав республики должны были войти большая часть Казанской, а также Уфимской губернии. Кстати, половину площади и нынешнего Татарстана составляет Казанская губерния, а около четверти его площади – это бывший Мензелинский уезд Уфимской губернии. Если посмотреть на само постановление о создании ТАССР от 27 мая 1920 года, нужно обратить внимание вот на этот пункт. Вопрос о принадлежности Бирского и Белебеевского уездов Уфимской губернии будет решен на основании волеизъявления трудящегося населения. Первый вариант этой республики – это без Уфы и без Казани. Проект опубликован. Но здесь вот, поскольку у татар до сих пор такого единства не было, здесь оно появилось. Они все выступили против того. Как же так? Как же так? Без Казани? Татарстан, Татарская республика без Казани? Этого быть не может. И протест был предъявлен сразу же, моментально, и он был принят. И тогда вот появляется последний вариант Татарской республики. В результате плебисцита две нынешние входящие в Башкирскую республику уезды должны были войти в Татарстан. Это Бирский и Белебейский уезды. Но Уфа протестовала, уфимские коммунисты были против. И, в общем, это дело тоже закрыли. Что представляли из себя эти уезды и чем они были так привлекательны? В них проживали более 700 тысяч человек, в основном татары. Бирский был самым крупным по численности во всей Уфимской губернии, а Белебеевский по количеству жителей был сравним с Уфимским уездом. Возможное присоединение к ТАССР двух уездов отражены и на карте ТАССР 1920 года. Специальное обозначение – границы, которые могут измениться после опроса населения. Однако выяснение волеизъявления трудящихся так и не было проведено.
Уезды так и не были включены в состав ТАССР. В ином же случае Уфа могла стать или столицей, или городом Татарстана. Но из 3 проектов автономии штат Идель-Урал, Татаро-Башкирская республика и ТАССР был реализован последний, а вопрос о провозглашении именно Казани столицей Татарстана был окончательно решен Владимиром Лениным. И в результате в 19 году возникла Башкирская республика со столицей в городе Стерлитамак. А потом в 20 году Татарская республика со столицей в Казани, хотя в начале, по идее, столицей должны были сделать Уфу, поскольку там было очень много татарского населения. Более того, значит, когда Саид Галеев, который потом стал премьер-министром Татарстана, поехал к Ленину утверждать свой проект, приехал к Ленину, он сказал, что мы хотим видеть столицей Казань. Ну и тут и другие были, которые хотели видеть столицей Казань. Ленин сказал, я помню, я был студентом, в Казани было очень много русских и очень мало татар. На что Саид Галеев резонно ответил, будет столицей, будет много татар. Казань сегодня является одной из самых многонациональных территорий России. Здесь проживают представители свыше 115 национальностей. По данным Госкомстата республики, 2 крупнейшими национальностями в Казани по результатам переписи 2010 года являются русские 48,6% и татары 47,6%. Вот такая общая история и не менее общие черты у 2 соседних столиц сегодня. Взять хотя бы народные символы. Реки Казанка и Уфа, Чак-Чак и Бурсак – это лакомство, визитная карточка как Татарстана, так и Башкортостана. Зеленое дерби, хоккейные клубы Акбар Салават Юлаев, мечети Кул-Шариф и Ар-Рахим, ее строительство еще идет в Уфе, и многое-многое другое. А вот та самая граница на карте, что так и осталась неизменной, возможно, скоро изменится. Там планируют установить памятник той самой теории 6 рукопожатий из новогодней комедии Бекмамбетовой «Елки», что в очередной раз связала 2 столетние республики мостом времени. Светлана Спирина, Роман Безменов, 7 дней. На этой неделе не стало Аркадия Искандеровича Курамшина. Доцент Химического института Казанского федерального университета скончался от инсульта 30 сентября. Ему было 49 лет. Воистину, кто ярче горит, тот быстрее сгорает. Аркадий Искандерович был одним из немногих ученых, известных общественности. Его называли и будут, наверное, называть еще долго лучшим во всей стране просветителем и популяризатором химии. Будучи серьезным ученым и преподавателем КФУ, огромную часть своей жизни он тратил на то, чтобы заразить своей любознательностью окружающих. Выступал с лекциями для широкой аудитории, принимал участие в научно-популярных шоу, вел свою рубрику на радио, писал книги. Немного на свете таких людей, которые постоянно работают не только над собой, но и над окружающим миром. Поэтому не зря говорят, что одних жалко, а других очень жалко до слез. Если никто не верит в черные дыры, обязанность ученого – помахать ими перед аудиторией. Если приобретение даже самого малого знания в лучшем случае считается конечной точкой образования среднего человека, то обязанность ученого сделать ее начальной точкой. Если человеку по традиции всегда все ясно, то обязанность ученого вселить в него массу вопросов. Но так ли много вы отыщете ученых, хоть изредка спускающихся к человеку со своих высоких башен? Хватит пальцев одной вашей руки. В Казани теперь таковых не отыщешь. Если вы не знали такого человека, это не его вина, поскольку в свои 49 он, кажется, успел сделать все возможное, чтобы дотянуться до каждого из нас. Как он уезжал, когда так как бы все осталось, вот. То есть никто же не ожидал ничего подобного. Много деталей, наверное, которые тут вон и «Звездные войны» тоже. Вот. Да, это тоже его, то есть это всякие разные фигурки. То есть, ну, вообще тут как бы все его тут и вон. Релье что-то делает под тягой. Прямой эфир.
На этот раз ВКонтакте проверяю прямой эфир. Какая-то завязшая роза. Души его здесь очень много. Вот, например, это еще не будучи студенткой, сейчас она, по-моему, уже закончила, я точно не уверена. То есть, ну, очень многие приходили к нему еще со школы, я вот не исключение, вот, на самом деле. То есть он заражал еще, то есть он работал со школьниками, заражал их химией их там. Он был наставником. Он был наставником с большой буквы, потому что с ним всегда ассоциировалось слово «благородство». И, наверное, самое важное, чему мы научились, это быть в любой ситуации рядом. Иногда незримо, иногда ощутимо, но он был именно таким. Он был благородным, он хотел это все донести, он хотел, чтобы люди увидели, как он видит этот мир, что этот мир намного проще, намного веселее. То есть вы мне даете 4 буквы О, А, П и Ж и предлагаете написать вечность. У него такое было единение, как будто бы он был еще один просто член группы нашей. То есть, несмотря на разницу в возрасте, он в любом коллективе любого возраста всегда как будто был своим. Ну и теперь самый последний слайд, слайд разоблачающий. На нем я хочу показать истинных властелинов Вселенной. Вы готовы к этому? Готовы? То есть многие даже поступают на химфак из-за него, приезжали к нему конкретно учиться, то есть в его лаборатории. Он был просто, ну, наш любовь. Вы понимаете, что после того, как я его покажу, ваша жизнь никогда больше уже не станет прежней и не изменится? Без химии, не может быть все без химии, то есть он пытался объяснить, что вот на самом деле химия везде, но это не значит, что ее надо бояться. Есть у нас такая нехорошая черта времени, не только в нашей стране, в целом, под названием химофобия. Ну, здесь в аннотации тоже про это в книге говорилось, что вот химия, там это все ужасно, все химическое. Ну, давайте, что называется, называть вещи своими именами, что без химии бы не было ничего. А легко ли это? Речь даже идет не о физической нагрузке, а о том, что он мог это все развить, он мог им рассказать такое, чего мы уже не расскажем ему. С его-то эрудицией, с его работоспособностью. Он же пашет с утра до ночи. Вот в это окошечко посмотришь, он уже сидит спиной за своим компьютером. Там эта молодежь вокруг него жужжит и вьется. Вот. Он же страшно обаятельный еще был такой. Очень сильно будет не хватать. Это, вот, это первое, что сразу пришло нам на ум, что мы будем делать. Встречайте, Аркадий Искандерович Курамшин. Какую мелодию выбрал, нужно было выбрать последним. И как он только все успевает, поражались его коллеги. Вот, кстати, за вопрос, как вы все успеваете, иногда хочется действительно человека забанить, потому что я реально не знаю, как я все успел, просто успеваю все. Возникла идея, ну, как сейчас модно говорить, появилось желание попробовать гештальт о том, как это писать для людей, которые, ну, химию вот прошли мимо в школе. Удивительно, но даже многие его коллеги лишь после его смерти узнали о том, что Аркадий Курамшин – автор 3 научно-популярных книг, которые можно сегодня встретить в любом книжном магазине. Автор 3 столь важных для него, для науки, для общества интеллектуальных инъекций в плоть этого общества. Книг, конечно, о химии, которой он посвящал и все свободное от работы время. Впрочем, было ли такое свободное время у Аркадия Курамшина? Аркадий – это удивительный пример человека, который был готов не просто рассказывать о каких-то научных открытиях, достижениях, своих ли, чужих ли. Он был готов общаться, он был готов то, что без пафоса можно было бы назвать, нести свет, нести знания людям. 4 стихии, давайте, кстати, поможем. Дети назвать 4 стихии основные, это какие? Когда мы начинали с ним вот этот формат публичный
лекции научно-популярной. Это было около 5 лет назад. Этот формат не был таким модным, таким широко используемым, как сейчас. И, можно сказать, мы его вот сочиняли, заново изобретали. Он пока еще не завез, ну таким вот. А почему, если у нас водород самый легкий газ, мы заправляем шарики гелием, который потяжелее его? Я совершенно точно знаю, что здесь у нас в Казани подобного человека сейчас нет. Я буду очень надеяться на то, что люди, подобные Аркадию, просветители, популяризаторы, будут появляться. Мы начали радиокафедру где-то примерно 3 года назад. И вот моментально, благодаря Аркадию, она приобрела популярность. Из всех тех рубрик, которые у нас есть на радио, она стала самой популярной. То есть те вопросы, которые Аркаша освещал, которые он поднимал, они настолько простым языком говорились, настолько это было понятно любому человеку, который слушал наш шоу. Да. Но вот, опять же, могу сказать, что накачка шин азотом, она помогает больше всего тому, кто накачивает шины азотом. Открытый, добродушный, большой, ну, в общем, такой, каким его все запомнят, наверное. Еду я по трассе как-то, а там козылык продают. Аркадий, можно ли покупать такую колбасу? А ты на руки посмотри продавцу, если чистый, то покупай. А надо ли смотреть на все остальное продавца? Ну, у человека все должно быть чисто, но если есть время, проверяй. Аркаше спасибо за все. За то, что он был таким человеком, таким ярким и такой душой. Спасибо тебе, Аркаша. Путешествуя в январе со съемочной группой ТНВ для съемок в программе о Менделееве, я увидел, что память его там очень сильно хранит. Человек безотказный и любознательный Аркадий Курамшин действительно отыскал для нас время в своем графике, чтобы вспомнить о том, каков этот год. Год юбилейный и для таблицы химических элементов, и для ее создателя. Как есть такой анекдот, что сначала таблица приснилась Пушкину, но он ничего не понял. Тогда, в январе, Аркадий Курамшин впервые, что было странным и для него самого, побывал и в Менделеевске, где мы вместе ходили по следам великого ученого. Многие корпуса старых заводов, но если там даже и перестают производить продукцию, то, по крайней мере, хотя бы их делают какую-то реновацию, потому что это ведь замечательная такая историческая вещь, которую можно показывать будущим поколениям. Когда его просили что-то сделать, куда-то съездить, выступить, то есть он никому не отказывал. Вот, то же самое там телевидение. В маленькой комнатке химического института КФУ в шкафу до сих пор вот этот его телевизионный пиджак. На случай, если нужно срочно прокомментировать новость, событие или просто очередной миф или заблуждение. Один из немногих, кто не был заперт в своих высоких научных башнях. Ученый, наставник, просветитель. Тот, кто всю свою жизнь пытался починить наши с вами приемники истинно научного знания. Один из немногих маяков между логикой и абсурдом. Мы еще услышим о нем. Мы еще услышим и его самого. У нас просто еще его голос будет звучать. Мы оставляем все-таки его программы, все записи, они будут выходить, поэтому я думаю, что каждый слушатель сможет его передачу услышать. Вы знаете, мы предсказывали появление Аркадия Курамшина еще на прошлой неделе с именно этой темой. Пророчество сбылось. Да, пророчество сбылось, совершенно верно, потому что мы предполагали, что Аркадий нам расскажет про знаменитую Шнобелевскую премию. Во-первых, доброе утро. Доброе утро, Аркадий. Да. Наш любимый преподаватель КФУ, популяризатор науки, кандидат химических наук Аркадий Курамшин. Аркаш, доброе утро. Да. За что дают? Значит, все-таки это очень такое большое заблуждение, что за сомнительное открытие.
популяризатор науки Аркадий Курамшин. Аркаша, мы тебя ждем на следующей неделе. Приходи, пожалуйста, всегда двери этой студии открыты. Будем ждать тебя. До встречи. Пока, пока, пока. На этом у нас все. С вами была программа «7 дней» и я, Тимур Бекмурзин. До свидания. Всем наилучшие пожелания. До встречи на канале «Новый век». Здравствуйте! Предстоящая неделя напомнит нам, какой месяц на календаре. Небо затянет облаками, солнце будет выглядывать из-за них все реже. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана в понедельник сохранится теплая и сухая погода. Днем плюс 19. Со среды вновь вернутся дождливые дни, температура опустится до плюс 8 градусов. На юго-востоке Татарстана аналогичная ситуация. В понедельник и вторник облачно и сухо. Со среды похолодает, и уже в четверг возможен мокрый снег. Днем до 8-9 градусов. В центре республики с начала недели и вплоть до воскресенья дожди. Температура будет колебаться от плюс 6 до плюс 17. На юго-западе Татарстана вся неделя обещает быть пасмурной и дождливой. 8-16 градусов. Только в четверг осадков не ожидается. На северо-западе республики, а также в Казани, небо затянет дождливыми облаками. В понедельник еще сохранит тепло прошлой недели. Днем до плюс 16. Но со вторника температуры понизятся вплоть до отметки 6 градусов выше 0. Более подробный прогноз погоды смотрите ежедневно на ТНВ. До свидания. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.